хороших специалистов пригласил из Москвы. Значит, речитация в каждой религии заложена. Речитация. И в старину речитация, звук был определяющим. И поэтому, естественно, и об этом будем говорить. Есть у нас ребята из Башкортостана, я специально двоих пригласил, к умозалечению. Кислотно-щелочной баланс. Оказывается, человеческий организм состоит из определения кислотно-щелочного баланса. Если она в норме, человек здоровый. То есть это старинная татарская традиция, эту тему мы будем тоже раскрывать. Но самое главное – это мышление. Мышление как самый основной аргумент. Об этом на десерт двоих товарищей я пригласил в самом конце, да. Это очень интересные товарищи, практики по жизни и очень тонко владеющие некоторыми, так скажем, мировоззренческими постулатами. Этим товарищам, я надеюсь, в конце слова, чтобы на десерт было интереснее. А то у нас бывает так, приходят, выступают, уходят. Убедительная просьба. Сегодня впервые в жизни так не поступать. Второе, значит, органическая продукция питания. Об этом мы будем говорить сегодня очень серьезно. И нужно сказать, что материнское молоко – это самый халяльный продукт питания. Я нигде не читал, ни в одной статье, ни в журнале, в науке, что она плохая или некачественная, материнское молоко. Но после этого человек начинается, уже став на ноги, питаться теми продуктами, которые мы в своей жизни используем. Но умом понимаю, что в Коране тоже написано, что болезни придут к вам через пищу. То есть пища это еще не только аргумент, но и через это качественная пища, каким образом она через мировоззренческий аспект. Эти вопросы мы тоже затронем. Обеспечение продовольственной безопасности сегодня рассматривается как глобальная, приоритетная задача, напрямую связанная с решением, обеспечением оптимального питания населения, профилактикой заболеваний, повышением продолжительности жизни, качества жизни населения. Именно поэтому были утверждены план мероприятий по доктрине продовольственной безопасности в 2010 году, по утверждению основ, план мероприятий по основам государственной политики Российской Федерации в области здорового питания. И, собственно говоря, первый указ президента в 2012 году касался совершенствования формирования здорового образа жизни, в том числе касающийся популяризации культуры питания населения. И в доктрине продовольственной безопасности сказано, что она будет служить решением ряда практических задач. Это обеспечение доступности продовольствия, усиление контроля за безопасностью пищевых продуктов, решению в целом задач обеспечения нормального продовольственного снабжения в нашей стране. И напомню, что первая концепция, которая касалась здорового питания населения Российской Федерации до 2005 года, она была принята в 1988 году. Именно ключевым моментом реализации этой программы было утверждение во многих субъектах Российской Федерации программ, которые направлены были на улучшение структуры питания. И были в ряде субъектов Российской Федерации были приняты, внедрены центры оздоровительного питания. Но дальнейшее развитие нашей страны показало, что в целом, да, структура питания улучшилась за счет улучшения продовольственной безопасности, за счет положительно были сдвиги в обеспечении детского питания, диетического профилактического питания. В ряде регионов значительно повысилась распространенность грудного вскармливания. Налажено было производство отечественных продуктов для вскармливания детей различного возраста. Но несмотря на эти положительные изменения в структуре питания, смертность от заболеваний, в развитии которых фактор питания играет значительную роль, она значительно выше, чем во многих европейских странах. Питание большинства населения взрослого
населения не соответствует принципам здорового питания, о чем было сказано вот в предыдущем докладе. И, естественно, утверждение основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания до 2020 года поставило вот решение этих задач. Прежде всего, обеспечить доступность пищевых продуктов для всех слоев населения, обеспечить высокое качество и безопасность пищевых продуктов, пропаганду среди населения принципа рационального здорового питания, мониторинг за состоянием питания населения и, конечно, государственная многоуровневая система образовательных программ в области здорового образа жизни и питания. Мы сегодня говорим о продовольственной безопасности. Она складывается, собственно, из обеспечения оптимального количества пищи, оптимальной структуры питания, оптимального качества питания. Когда мы говорим о оптимальном количестве, это прежде всего достаточный объем производства продовольственного сырья и пищевых продуктов как на национальном, так и региональном уровнях и доступность для всех слоев населения. Когда мы говорим о оптимальной структуре питания, мы говорим прежде всего о соответствии энергетической ценности рациона и химического состава потребностям человека в пищевых веществах и энергии. Конечно, когда мы говорим о качестве, это прежде всего совокупность характеристик, которые обеспечивают безопасность, пищевую ценность и органолептику пищевых продуктов. Здесь как раз и важно является соблюдение технических регламентов Таможенного союза и соблюдение ГОСТов. Но, однако здесь есть тоже большие проблемы. Это прежде всего добровольное применение национальных стандартов, которые регламентируют качество пищевых продуктов. Добровольное применение системы менеджмента качества пищевых продуктов, неэффективные меры ответственности. Чрезвычайно серьезная проблема, которая, собственно, за производителем, который обеспечивает выпуск пищевой продукции, которая не соответствует установленным требованиям подлинности пищевых продуктов. Зная эти проблемы, конечно, говорим, какие пути решения. Это внесение, прежде всего, технический регламент Таможенного союза, показатели, которые регламентируют качество пищевой продукции. Это внесение федеральный закон о техническом регулировании изменений, касающийся обязательного применения национальных стандартов, регламентирующих качество пищевой продукции, усиление ответственности производителей за подлинность и качество выпускаемой пищевой продукции. И особое внимание уделяется качеству ряда видов пищевой продукции. Это вот сегодня об этом тоже говорилось уже. Это функциональные продукты, которые представляют собой, содержат пищевые ингредиенты, обладающие научно обоснованными, прежде всего, и подтвержденными свойствами, которые позволяют повлиять благоприятно на многие функциональные показатели организма, которые улучшают здоровье за счет наличия именно этих пищевых ингредиентов с доказанной эффективностью. Обогащенные пищевые продукты, которые, с одной стороны, вносятся в пищевой продукт, но они должны соответствовать тем уровням, которые позволяют обеспечить их заведомо известный биологический эффект, ожидаемый биологический эффект. Чрезвычайно важный вопрос – это специализированная пищевая продукция, которая подлежит обязательной государственной регистрации. Мы здесь говорим о пищевой продукции для питания спортсменов, пищевая продукция диетического лечебного питания, в том числе для детского питания, пищевая продукция профилактического питания, в том числе детского питания, продукция для питания беременных кормящих женщин и пищевая продукция для детского питания. Отдельно мы говорим о биологически активных добавках пищи. Ну, какая же ситуация складывается обеспечению потребностей населения этих специализированных пищевых продуктов? Вот здесь показано, что от 10 до 56% обеспечения этой потребности. Крайне низкая обеспеченность это по детскому питанию, по спортивному питанию, по лечебному питанию и по профилактическому питанию. Обеспеченность, скажем, по продуктам натурального питания составляет тоже всего лишь 5%, по-моему, от потребности. Следующий слайд. Именно поэтому сейчас в рамках Федерального научного центра утверждаются гранты, ряд учреждений проводят такие исследования. Институт питания, Федеральный центр биотехнологии и питания и безопасности
биотехнологий безопасности пищи, в том числе проводит исследования по выполнению вот этого гранта, специализированные продукты для персонализированной диетотерапии больных сахарным диабетом. Это продукты с модифицированным углеводным профилем. Проводятся достаточно серьезные исследования и на уровне моделирования этих продуктов, на уровне лабораторной оценки, разработки продуктов, оценки в условиях эксперимента, в условиях клиники, оценки этих разработанных пищевых продуктов. Это для больных сахарным диабетом. Мы сегодня хорошо знаем, что на конец 2016 года было зарегистрировано немного более 4 миллионов больных сахарным диабетом. Однако реальная численность примерно 9-10 миллионов, это примерно 8-9% населения. Следующий слайд. Критическое состояние, конечно, в стране, касающееся отечественного производства пищевых ингредиентов. Как видите, всего лишь 2% пищевых ингредиентов. Это касается витаминов, витаминно-минеральных комплексов, аминокислот, ряд других. Чрезвычайно это требует развивать это производство пищевых ингредиентов. Следующий слайд. И сегодня мы говорим о том, что при производстве, разработке пищевых продуктов, в том числе и специализированных пищевых продуктов, необходимо увеличить содержание вот этих компонентов, которые слева: йод, калий, витамины, использование функциональных компонентов пищи на фоне снижения содержания сахара, содержания жира, снижения поваренной соли. Следующий слайд. Именно поэтому, учитывая вот эти сложные вопросы, в 2016 году была утверждена стратегия повышения качества пищевой продукции. Здесь как раз показаны те пути реализации, о которых я уже частично сказал. Это разработка функциональных продуктов, специализированных продуктов, восстановление производства пищевых ингредиентов. Следующий слайд. Здесь как раз вот показано вот это как на уровне научного обоснования этой безопасности, так и формирование законодательной базы, решение всех этих вопросов. Уровень этих решений показан. Следующий слайд. В нашей стране чрезвычайно важно обеспечить и научное обоснование безопасности, и совершенствовать законодательную базу, и обеспечить совершенствование надзора и контроля за пищевой продукцией. Следующий слайд. Ну, здесь как раз вот показано, что за последнее время фактически более 700 тысяч нормативов было разработано, которые обеспечивают вот нормативную базу безопасности пищевых продуктов. Следующий слайд. Нанотехнологии. Только за 4 года 48 документов, которые касаются разработки нормативно-методических материалов, касающихся нанобезопасности. Следующий слайд. И, естественно, повышение пропаганды, повышение образовательной части. Тоже есть проблемы, они решаются. Здесь работа различных кафедр по вопросам формирования обучения специалистов по здоровому питанию, по лечебному питанию. Следующий слайд. И все средства массовой информации на сегодняшний день задействованы вот в повышении вот этого образовательного уровня населения по вопросам здорового питания. Спасибо за внимание. Очень нехорошее положение, поскольку натуральное молоко перестали закупать молочеперерабатывающие предприятия. Они в большом количестве запасов закупили сухое молоко по 10 рублей, а перестали по 20-25 рублей платить за натуральное молоко. И вот эта ситуация вам известна, и вы участвуете в мониторинге вот этого процесса. Откуда появилось это сухое молоко за 10 рублей килограмм? И сколько это будет продолжаться, потому что уже крупный рогатый скот, партнерш уже начинает, частные предприятия уже уменьшают количество, очень большом количестве. Ну, те вопросы, которые поднимает, конечно, требуют решения, но институт питания он напрямую не связан с мониторингом этой проблемы. Здесь решает вопросы это Росздравнадзор и мы их пока на сей раз не пригласили. Думали рановато. Поэтому в следующий раз пригласили. Конечно, вопросы чрезвычайные вопросы, да, я доведу до сведения руководства института, для того, чтобы он обратил внимание. Хочу показать материалы проекта нашей работы, которая была проделана с 2012 года.
Клиническая апробация эпифитопродукции или продуктов пчеловодства проводилась на некоторых исследовательских площадках. Это Егорского колледжа-интерната Олимпийского резерва, Центра спорта и образования САМБО-70 города Москвы. Работа была выполнена по изучению клинических эффектов применения продуктов пчеловодства в полном соответствии с принципами доказательной медицины, профессиональной статистикой у спортсменов Олимпийского резерва. В партнерстве с ведущими научными учреждениями. Это Российский научно-исследовательский медицинский университет имени Пирогова, ФИЦ питания РАН, как они сейчас называются, Института кардиологии СИП-ГМУ Томска, Томского госуниверситета и офтальмологического центра. В проекте использовались новейшие научные методические подходы, новые методологические подходы, это ультразвуковая оценка диаметра, различные факторы, и также мы можем заболеть. Это заявление справедливо только к одному виду меда, монофлерному меду липы, поскольку липа действительно собирается с цветков, которые обладают этим аперогенным цитогонным действием. Все остальные виды меда вы можете кушать в любое время суток, не вызывая этих никаких мифов. Второй миф. Все меда повышают уровень сахара в крови. Поэтому очень часто мы слышим: ой, как вы можете рекомендовать мед больным, детям, ведь это спровоцирует развитие сахарного диабета. При приеме дозированной и рекомендованной суточной нормы не более 100 граммов в сутки, рассчитанной на взрослого человека, уровень глюкозы в крови не повышается. И я вам сейчас на следующем слайде это покажу. Исключением является подсолнечниковый мед, который по своему потреблению зашкаливает по уровню содержания глюкозы. И именно он способен подарить человеческому организму заряд энергии и бодрости. Мы проводили работу по изучению и влиянию, повышению и снижению уровня глюкозы в крови на 12 недель. И вы видите, нас будет интересовать нижняя кривая, где мы использовали мед. И мы видим о том, что мед не повышает, то есть если его правильно и регулярно принимать, он не повышает и не коррелирует повышение уровня глюкозы в крови. Миф номер 3. Мед, как и другие продукты пчеловодства, не может оказывать оздоравливающего действия. Например, если у человека высокое артериальное давление, он не может его нормализовать до нормальных цифр, и, соответственно, если у него низкое артериальное давление, он его также не может повышать. Поэтому мы здесь вам показываем последние данные. Это влияние раствора меда, различные функции на кислотообразующую функцию желудка, различные температуры. Это данные компьютерной интрагастральной pH-метрии. Посмотрите, если один и тот же мед развести в одинаковой дозировке в холодной воде, то он будет стимулировать выработку желудочного сока. А если развести его в теплой воде, не комнатной температуры, потому что комнатная температура это считается холодным раствором, он будет наоборот подавлять. Поэтому получается, что один и тот же мед в одной и той же дозировке, но разной температуры будет оказывать разнонаправленное действие, что также и влияет на другие физиологические функции. Миф номер 4. Мед является одним из самых сильнейших аллергенов. Вопреки общепринятому мнению, мед не вызывает аллергии. И здесь есть несколько доказательств того, что он действительно является натуральным, безопасным продуктом. Есть категория людей, это люди с идиосинкразией, то есть это индивидуальной, генетически детерминированной, индивидуальной непереносимостью компонентов меда, но на самом деле процент очень и очень невелик. Все остальное, это чаще всего бывает на примеси, которые содержатся в медах, в других продуктах пчеловодства. Поэтому если вы берете у проверенных поставщиков, у выверенных своих пасечников и пчеловодов, которым вы доверяете, и, естественно, после тщательного лабораторного анализа, то никакой аллергии на меда не будет. И этому тоже есть подтверждение. Несколько цифр статистики. Это обзор мирового производства и потребления меда за 2012 год. Что мы видим? Китай больше всех производит меда. Производит именно вот в такой формулировке. Но при этом, если мы посмотрим на нижние графики, то мы увидим, что он на 6-м месте по потреблению. То есть он больше всех производит и меньше всех потребляет. Вопрос, куда он сдает и девает мед? Естественно, во все страны. До 2012 года был введен мораторий в странах, например, в Америке, в Канаде, в Европе, куда мед китайский не поступал, поскольку в нем были обнаружены следы антибиотиков, других запрещенных веществ.
и поэтому валово продукт этот шел на российский рынок, на украинскую территорию и так далее. Поэтому сегодня пчеловоды имеют с этим очень большие колоссальные проблемы. Еще один из продуктов пчеловодства – это цветочная пыльца, которая по своему составу не имеет аналогов в качестве протеинов, то есть белка. Ну, несколько слайдов буквально для обзора показать, из чего и как состоят и в электронном микроскопе выглядят пыльцевые зерна, какой очень красивой и причудливой формы. Если посмотреть ее аналитику, то мы увидим, что все известные аминокислоты присутствуют сегодня в пыльце. Поэтому еще раз говорю, что пыльца – это природный концентрат аминокислот. Мы доказали о том, сегодня коллеги это уже подтвердили, мы это слышали, что наша работа была проведена в условиях Крайнего Севера с использованием продуктов пчеловодства у детей в возрасте от 12 до 18 лет. Это дети, которые проживали в Югорском колледже-интернате, имели одинаковые условия по питанию, по физической нагрузке и соответствию по бытовым условиям. Поэтому с точки зрения эксперимента он был очень чистый, то есть не было вмешательств потусторонних. Что мы видели? Тот график, который ближе к окну стоит, это основная группа, которая принимала продукты пчеловодства в течение 1 месяца. И контрольная группа, которая была идентична по возрасту, по полу, по видам спорта. Ну, вся статистика абсолютно была чистая. Это контрольная группа, которая не принимала продукты пчеловодства. Мы видим, какие разнонаправленные сдвиги. То есть традиционное питание, которое принимают наши подростки, спортсмены, дети, беременные женщины, не удовлетворяет человека в белке. То есть мы видим, что повышение содержания уровня белка на 13% было именно в группе, которые принимали продукты пчеловодства. А у детей в контрольной группе мы видим только его максимальное расходование. Если говорить о витаминах, то в принципе все витамины, богатый минеральный состав изольный представлен в продуктах пчеловодства. И опять-таки мы это доказали. Мы видим, что, например, содержание кальция на приеме продуктов пчеловодства возросло на 15%, в то время как у подрастающего и растущего и очень много тренирующегося физически спортсмена идет колоссальное потребление и расход этого микроэлемента. Такая же ситуация с содержанием калия. Мифы. Бытует мнение о том, что пыльца является также аллергенным продуктом пчеловодства. Это отношение и заявление справедливо только к пыльце ветроопыляемых растений. Пыльцу, которую собирает пчела, она относится к энтомофильным культурам, поэтому, добавляя в него специальные свои вещества, она теряет аллергенности, лишает этой аллергенной свойств пчелиную обножку или пыльцу. Ну и внизу мы показываем уровень иммуноглобулина Е после приема апифитопродукции. То есть чем дольше человек принимает качественную апипродукцию, то есть продукты пчеловодства, тем сильнее снижается уровень иммуноглобулина Е, который является одним из факторов фоновой аллергии у человека. Еще один очень занимательный пример о том, как можно использовать продукты пчеловодства у больных, например, в кардиологии. Посмотрите, уровень холестерина за 1 месяц приема продуктов пчеловодства, пыльцы и перги снизился на 20%. В то время как у среднестатистического человека эта цифра только повышается. Ну и вот в другой динамике также показали, это фрагмент одной из диссертационных работ, мы видим, что пчеловоды в среднем возрасте 60 лет имеют нормальные показатели цифр холестерина, а обследуемые группы населения в этом же возрасте имеют уже высокий уровень и группы риска развития сердечно-сосудистой патологии. Еще один из продуктов пчеловодства, который также очень вызывает много противоречивых данных, это прополис или пчелиный клей. Пчелы собирают его в основном с клейких пазушных почек, добавляют также специальные вещества и приносят к себе в качестве антибактериального вещества для того, чтобы заделывать литок, для того, чтобы щели заделать, ну и весь строительный свой материал продублировать и как бы обезвредить. Поэтому многие наши, скажем, слушатели, которые приезжают, они считают, что прополис – это не что иное, как экскременты пчел. Абсолютно неверное заключение. Как влияют продукты пчеловодства на иммунную систему? Посмотрите, на сегодняшний день прополис является достойной альтернативой синтетическим антибиотикам. Не буду все читать, несколько только выдержек скажу. Прополис активен против 40 разновидностей патогенных микроорганизмов, в
в том числе стафилококки, клепсиела, протеи, кишечные палочки и многие другие. Прополис не имеет побочных эффектов, за исключением индивидуальной непереносимости, не вызывает привыкания, содержит не одну сотню антибактериальных веществ и компонентов перед какими-либо другими синтетическими аналогами антибиотиков. Усиливает действие синтетических антибиотиков. При, например, таких использовании антибиотиков, как стрептомицин, пенициллин, гентамицин, цефтриаксон и так далее, проявляя эффект синергизма. Активен в отношении вирусов, такие как герпес, например, кандидоз и ряда других. Является сильнейшим иммуномодулятором, помогает справиться с аллергией, проявляет противоопухолевые свойства и противовоспалительные действия. Уровень иммуноглобулина G – это фактор нашего местного иммунитета. Почему мы на него пристально смотрели? Поскольку дети в Ханты-Мансийске – это условия крайнего севера, в основном зимние виды спорта. И что мы видим? Минус 30 градусов – это не причина отмены зимней тренировки на улице. Они также выбегают, биатлонисты, бегут и работают. При этом самое слабое звено у них является, это, естественно, верхние дыхательные пути. Прием продуктов пчеловодства с каждым месяцем дает прирост иммуноглобулина G, что еще раз подтверждает о том, что продукты пчеловодства, они действительно эффективны. В Центральном научно-исследовательском институте гастроэнтерологии в Москве была доказана диссертационная работа, большая клиническая, о том, что водный раствор прополиса, он влияет на возбудителя язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. То есть для этого взяли водный прополис и давали группе больных. Что мы видим? В результате 57% достигнуто полное уничтожение этого возбудителя, и у 43% это четкое снижение обсемененности этим возбудителем. Ну, то есть эффекты я вам не буду рассказывать, какие оказывает прополис дополнительно, то есть их тут достаточно много. Если вы мне позволите еще закончить просто доклад, потому что я вижу, я за временем слежу, у меня таймер стоит, то продуктов пчеловодства на самом деле еще очень много, многие из них до конца не изучены. Одними из них, которые пользуются большой популярностью, например, это маточное молочко, да, с его, скажем, подтвержденным гормональным статусом и его эффектами. Некоторые продукты, которые на сегодняшний день являются малоизученными, такие, например, как пчелиная огневка, на которую мы исследовали и на клинической базе доказали против туберкулеза легких и бронхолегочных заболеваний совместно с тубулостатиками. Поэтому на сегодняшний день еще раз хотелось бы сказать о том, что продукты пчеловодства должны быть оценены несколько с другой точки зрения. Не просто как лекарственные препараты, а именно препараты для каждого человека в каждом доме и ежедневно. Для того, чтобы, собственно говоря, оздоравливать организм, применять его и быть здоровыми в нашем случае. Но здесь не буду рассказывать, потому что достаточно много. Спасибо за внимание. Здесь казанский татар, там сибирский татар, очень близкий этносом, очень близкий язык. В Казани я учился 8 лет и могу, так сказать, сравнивать. И, естественно, очень много данных по народной медицине, которые объединяют эти два этноса. Времени мало, данных очень много. К сожалению, ситуация такая, что хотя интерес к народной медицине, о ней будем больше говорить, возрождаться еще более активно, тем не менее, очень много утрачено. И вот эта борьба с народной медициной, в основном борьба с помощью и официальной медицины, и властных структур, потому что было связано с шаманизмом, знаторством, то есть такими явлениями, которые, так сказать, не приветствовались официальными властями и официальной медициной. Это привело к тому, что с водой выплеснули ребенка, потому что очень много данных знаний было утрачено. Вот, и буквально по крупицам надо собирать то, что еще удастся собрать, потому что данные очень ценные, и есть ниши, которые до сих пор официальная медицина научная освоить не может. И интерес возрождается к народной медицине, и это объясняется такими факторами, как возрастает общая культура населения, общий уровень образованности. Люди начинают больше думать о... Ну, качество жизни, оно в значительной степени связано с качеством здоровья. И люди начинают больше думать о своем здоровье и, естественно, понимают, что
в чистом виде химико-фармацевтические препараты, они не столь комплементарны организму, не столь совместимы с ним, как созданные за счет биохимических реакций, за счет биосинтеза в живых организмах, прежде всего в растениях. Растения больше всего, потому что, в отличие от животных, растения они не мобильные организмы. И их называли страстотерпцами или прозябаемостью. Вот я читал в отделе таких рукописей публичной библиотеки в Питере книгу, она так и называется «Прозябаемость в Российской империи». То есть слово растение довольно новое в русском языке. Так же, как тычинка, пестик, пейзаж и прочие все эти термины, и растения в том числе, во времена Ломоносова, в общем были введены в оборот. А до этого просто назывались прозябаемостью. Они не прозябают, они прикреплены. И они создали массу различных веществ для того, чтобы противостоять неблагоприятному воздействию внешней среды, и в том числе при нападении других организмов. Другие организмы могут убегать, улетать, так сказать, уползать, а растения не могут. И в этом отношении они очень ценны, в отличие от других живых организмов, которые не создали столько много такого разнообразия различных биологически активных веществ, которые способствуют лечению различных заболеваний. Мое небольшое выступление из двух частей. Вначале я хочу показать вам значимость такой проблемы, как неинфекционные заболевания, а затем поговорить о том, какие существуют подходы к решению проблемы профилактики неинфекционных заболеваний, связанных в том числе с рациональным здоровым питанием. Вот несколько слайдов, которые иллюстрируют результаты очень большого российского исследования, которое было проведено Росстатом. Около 50 тысяч российских семей было охвачено этим исследованием. Оксана Александровна показывала вам татарстанские данные. Это вот такой общероссийский срез. В соответствии с результатами, которые были получены Росстатом, для большинства населения Российской Федерации характеризуется несоответствие между низким уровнем энерготрат и высоким уровнем потребления высококалорийных пищевых продуктов. Ну, иначе говоря, мы употребляем более калорийную пищу, чем это нужно, с учетом энерготрат. Кроме того, отмечено было снижение обеспеченности организма многими эссенциальными, то есть необходимыми пищевыми веществами. Вот есть такая таблица, здесь, конечно, не очень хорошо видно, но тем не менее, российское население в среднем употребляет больше жиров, чем это положено. В соответствии с нормой физиологических потребностей, в зависимости от определенных групп, доля энергии, которую мы получаем в пищевом рационе от жиров, не должна превышать 33%. Но у россиян она доходит почти до 40%. Вот вы видите, 39,4%. То есть доля жиров выше намного, чем это рекомендовано. Еще одна очень большая проблема – это недостаточное потребление пищевых волокон, источниками которых являются в первую очередь овощи, фрукты, а также зерновые культуры. Мы крайне дефицитны по большой группе витаминов. В исследовании Росстата были не все витамины. Ну вот вы здесь видите, что они изучали уровни некоторых витаминов группы В, витамин ПП, витамин С, аскорбиновая кислота, витамин А. По всем этим витаминам отмечена недостаточность по сравнению с нормами физиологических потребностей. Еще одна очень серьезная проблема – кальций. Рацион большинства россиян также, к сожалению, дефицитен по кальцию. Это одно из крупнейших современных национальных исследований. В зарубежных странах такие исследования проводятся с определенной регулярностью. И, конечно, это очень хорошо, что такое исследование было инициировано, оно имело несколько стадий. И надеемся, что традиция таких национальных исследований будет продолжена. Вот еще один слайд, который также из этого доклада Росстата. Доля заболеваний, связанных с питанием у лиц старше 14 лет. Синеньким отмечено те столбцы, которые соответствуют наличию одного или нескольких заболеваний, связанных с питанием. Мы называем еще алиментарно зависимыми заболеваниями. Вы видите, что у мужчин это почти 40%, а у женщин доля таких заболеваний превышает половину.
При этом в трудоспособном возрасте примерно треть мужчин и женщин имеет заболевания, связанные с питанием. Это неудивительно, если мы говорим о современных тенденциях, то сегодня мы знаем о том, что 4 основные фактора риска, к которым относятся курение, алкоголь, нездоровое питание и низкая физическая активность, являются ведущими факторами риска 4 основных неинфекционных заболеваний, групп неинфекционных заболеваний: это сердечно-сосудистые заболевания, рак, сахарный диабет и хроническая обструктивная болезнь легких, которые определяют 80% всех смертей в мире. То есть вот 4 группы заболеваний и 4 группы факторов риска. Безусловно, присутствуют другие заболевания, другие факторы риска, но ведущая доля смертей, к сожалению, во всем мире обуславливается этими 4 группами, и питание является одним из важнейших факторов риска и для сердечно-сосудистых заболеваний, и для онкологических заболеваний, и для сахарного диабета, но в меньшей степени для респираторных заболеваний, таких как, например, хроническая обструктивная болезнь легких. Еще одна группа данных, которую я также хочу вам показать и познакомить, основана на выдающемся проекте, который называется «Глобальное бремя болезни» – The Global Burden of Diseases. Этот проект существует с 90-го года, сегодня он поддерживается крупнейшими благотворительными международными фондами, работает огромная международная группа, собираются данные по всем странам, включая Россию. Это блестящий пример применения так называемых больших данных, Big Data. Вы знаете, мы сегодня все больше говорим о цифровизации экономики, цифровизации жизни, о возможности использования больших массивов данных, неструктурированных, позволяющих получать результаты. Так вот, это, по-моему, блестящий пример использования такого подхода. Вот схема, которая показывает, какие заболевания отбирают годы здоровой жизни у россиян. Здесь приведены заболевания, которые ответственны не за смертность, а так называемые годы здоровой жизни. Мы теряем годы здоровой жизни как по причине преждевременной смерти, так и по причине того, что проживаем остаток своих лет иногда, имея заболевания, которые приводят к инвалидизации или просто к ухудшению качества жизни. Но вы видите, что основная доля принадлежит, конечно, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания. Теперь вот какие факторы риска. Если вы посмотрите на структуру факторов риска, я не знаю, есть у нас нет, вот получается здесь на слайде фиолетовый круг и такой вот зеленоватый круг. Это все так называемые поведенческие факторы риска. Это структура для российского населения. И если мы с вами посмотрим на поведенческие риски для российского населения, то лидируют диетические риски. То есть лидируют риски, связанные с нездоровым питанием. Таким образом, существующие данные, как национальные, так и международные, убедительно показывают нам связь основных неинфекционных заболеваний с нездоровым, нерациональным питанием. И поэтому проблема здорового питания должна быть одной из глобальных национальных проблем и глобальных национальных программ. К сожалению, мы, мне кажется, недостаточно много внимания, по крайней мере, в реальных своих действиях уделяем этому. Каковы основные группы мероприятий? Их можно разделить на 2 группы. Интервенционные программы и совершенствование подходов к оказанию медицинской помощи для населения. Если говорить об интервенционных программах, я хотела бы напомнить вам об удивительном проекте «Северная Карелия», который начался в 70-е годы. Северная Карелия – это часть Восточной Финляндии, где были совершенно ужасающие показатели смертности по сравнению с другими регионами Финляндии. И в 70-е годы здесь был начат проект, который к началу 2000-х, мы с вами увидим диаграмму, привел к выдающимся результатам, к выдающимся достижениям. Основным в проекте «Северная Карелия» было изменение пищевых привычек населения. Почему была высокая заболеваемость в Восточной Финляндии? А потому что там население употребляло большое количество жиров. Оно употребляло крайне малое количество овощей и фруктов, то есть страдало всеми теми проблемами, которые характерны для многих развивающихся стран, и для многих российских, я имею в виду для многих стран и для многих российских семей в том числе. Каковы были основные направления работы в рамках проекта «Северная Карелия»? Что помогло достичь тех результатов, я, наверное, даже уйду назад,
Вот он, этот результат, который был достигнут в результате выполнения проекта «Северная Карелия». Вы видите, насколько высокими были показатели сердечно-сосудистой смертности, и за 30 с небольшим лет они резко снизились, стали сопоставимыми с показателями смертности в остальных регионах Финляндии. В чем заключался этот проект? Это улучшение услуг профилактики, в том числе медицинских услуг, и в первую очередь чрезвычайно активное информирование населения, обучение населения. Кроме того, очень важная роль отводилась социальной поддержке, а также организации сообщества для его мобилизации. Если объединить это в основные направления работы, то, во-первых, это было активное вовлечение СМИ через интенсивные информационные кампании. Это было развитие первичного здравоохранения, направленного на решение вопроса здорового питания. И я в конце поговорю о том, как обстоит сегодня дело у нас, в нашей стране. И организация сообщества, разнообразные кампании и мероприятия, которые проводились государственными и негосударственными организациями. Участвовали в этом все, от детских садов до государства. Ну и, конечно, экологические и политические решения, в том числе решения, направленные на стимулирование выпуска здоровых продуктов питания. На заключительном, последнем этапе этого проекта было очень много сделано для того, чтобы стимулировать местную промышленность выпускать здоровые продукты питания. Ну и вот результаты мы с вами видим. Одним из основных направлений проекта «Северная Карелия» было обеспечение доступности для населения медицинской помощи в области здорового питания. На сегодняшний день в России существует вся необходимая законодательная база для этого. Существует специальный приказ Министерства здравоохранения, еще в 2012 году он был выпущен, по которому вводится специальная медицинская помощь по профилю диетология. Предусматривается, что она должна оказываться как на первичном уровне, так и в виде специализированной медицинской помощи. При этом важным достижением является то, что этот вид помощи должен закрываться за счет средств обязательного медицинского страхования, то есть имеется даже источник финансирования этого вида помощи. Однако, к сожалению, на сегодняшний день мы имеем выраженный дефицит специалистов этого профиля. Мы имеем выраженный дефицит штатных единиц в штатных расписаниях медицинских учреждений. И несмотря на то, что у населения имеется огромный спрос на эту помощь, речь не идет о больных людях, хотя и люди с разными хроническими заболеваниями нуждаются в такой помощи. Речь идет о людях, которые задумываются о вопросах здорового питания и хотели бы не по телевизору услышать рекомендации, хотя это тоже очень важно, а прийти к доктору и посоветоваться с доктором, таким образом, чтобы доктор помог им, может быть, отслеживал прогресс и так далее. Вот у нас имеется крайний дефицит таких специалистов, при том, при всем, что имеются законодательные предпосылки для реализации этого вида медицинской помощи населению. Существуют и другие формы работы, которые также могут проводиться медицинскими специалистами. Это и деятельность Роспотребнадзора по информированию населения. Достаточно большие надежды возлагались на отделение медицинской профилактики, на республиканские и региональные, я так скажу, центры медицинской профилактики. Была создана целая сеть центров здоровья, но опять-таки, к сожалению, центры здоровья крайне редко имеют в своем составе штатного специалиста или даже отдельный кабинет здорового питания. Ну вот у нас, например, Республиканский центр медицинской профилактики, если что, вы меня поправите, но кабинета здорового питания там нет. Там они задумываются периодически об этом, но нет. Такие же центры здоровья существуют при многих крупных поликлиниках, как в Казани, так и в других городах республики. Я думаю, в других регионах есть такая же история. Но, тем не менее, эта проблема остается нереализованной. Ну и вот основные проблемы в этом направлении – это отсутствие позиций в штатном расписании, кадровый дефицит, конкуренция с серым рынком услуг в области здорового питания. У нас очень много специалистов без образования, предоставляющих такие услуги. Ну и я бы отметила такой узкий вопрос – особенности образовательных программ. Доктора не готовятся специализированно в этом направлении. И последний мой слайд, который показывает второе очень важное направление, я вижу здесь у нас много представителей, это работа с производителями продуктов питания. Маркировка. Вот сегодня ведется речь о том, что будет введена маркировка продуктов, пока этот вопрос
так или иначе прорабатывается. Либо будет маркировка «здоровое питание», либо будет использоваться светофор. Зеленым будут маркироваться там полезные продукты, красным неполезные продукты. Я думаю, это крайне нужная история. А кроме того, нам нужно подумать о том, какие экономические льготы мы должны предоставлять предприятиям, производителям здорового питания. Мы должны стимулировать научные и проектные исследования по разработке обогащенных функциональных продуктов питания. Мы слышали несколько выступлений сегодня. И, конечно, мы должны задуматься о регулировании рынка БАД. Население у нас напугано БАД, и мы должны, в общем, правильно и адекватно доносить эту информацию, иметь хорошо регулируемый рынок биологически активных добавок. Спасибо большое. Огромное спасибо. Я являюсь врачом реанимации, врач-анестезиолог-реаниматолог, работал я дежурным врачом на Дальнем Востоке, потом работал в Сибири, в Новосибирске, и сейчас, в общем-то, в Москве мы открыли наш центр. Мы стараемся соединять методы научной медицины и методы, как говорят, народной медицины. Допустим, на Западе, в развитых странах, таких как Япония, Германия, такую медицину называют холистической. И к нам приезжают и японцы, и немцы, и швейцарцы, французы. Постоянно они говорят о том, что в их странах, в общем-то, к этому относятся очень серьезно. И доктора, работающие в холистической медицине, имеют медицинское образование, они также лицензируются, они финансируются государством, и у человека есть возможность выбирать, какое вид лечения он хочет получить, традиционное, либо народное. Ну, я считаю, что в целом-то главная цель – это результат лечения, правильно? И человек может получать любые виды лечения, главное, чтобы был результат, и лечение было безопасным. Если говорить о музыкотерапии, музыкотерапия в России в 2004 году принята как официальное направление восстановительной медицины. Это я могу сказать как доктор. В начале 70-х годов в Соединенных Штатах Америки музыку начали применять в реанимации. Перед операцией пациенту давали прослушивать фрагменты музыки, которые позволяли снизить дозировки лекарственных препаратов. Это общеизвестные данные. Если рассматривать человека, и все люди грамотные, я думаю, основы медицинской и биологической физики знают, человек способен слышать звуки на определенных частотах, да, от 16 до 20 тысяч Гц, но с возрастом эта способность снижается. В человеке присутствуют различные ритмы, вибрации. И если мы говорим о различных культурах, народах, о религиях, то в каждом народе, в каждой религии известны молитвы, мантры, заговоры различные, да, и все знают, что они помогают человеку, если их правильно применять. Да. Опять же, если мы будем говорить про колокольный звон, да, колокольный звон всем известно, что он очень благоприятно влияет на людей. И не случайно в храмах, причем во многих храмах есть колокольный звон, и трубы различные, ну, в общем, много что звуковое, что позволяет поменять информационное поле, как говорит современная полевая физика. Да? И вот, если мы говорим о современной медицине, методы УЗИ, они всем известны, ультразвуковое исследование позволяет выявить какие-то патологические процессы. Допустим, перкуссия, аускультация позволяет также услышать шумы, определить проводимость органов, да, и многим людям знакомо, когда доктор обследует пациента, да, методом перкуссии он может определить границы печени, почек и так далее, легких. В общем-то, это применяется. А если мы в историю заглянем, то получается, что наши древние предки, допустим, Пифагор, он применял музыку сфер, общеизвестно это, да, он говорил, что музыкой можно лечить душу. Да? И вот если мы с вами немножко вернемся в наше время, музыкотерапия все это учла, появилась система. Моя компания занимается звукотерапией. Звукотерапия, за инструмент звукотерапии мы взяли поющую чашу. И поющая чаша, она на самом деле, мы не считаем ее, допустим, непальской, тибетской. Обратите внимание, я не говорю тибетская чаша, я говорю просто поющая чаша. Да? Вот если говорить о чаше Грааля, говорили, что чаша Грааля человека избавляет от всех грехов, да, дарует ему бессмертие, ее искали многие, в общем-то, различные правители и лидеры. Как
называется город Казань, да, если перевести? Казан, да, чаша. Если мы посмотрим, на берегу реки Казанка стоит прекрасный дом семьи, который в России, наверное, один из самых красивых. И выглядит он, некоторые смотрят и говорят, как тибетская чаша, как поющая чаша. Поэтому вот чаша, она везде присутствует. И, в общем-то, мы начали изучать этот феномен поющей чаши. По всему миру к нему огромный интерес сейчас во многих странах. Изучили опыт и увидели, что на самом деле достаточно серьезно это направление не поддерживается ни одним государством, ни одной властью не поддерживается. Вот это очень странно. То есть люди сами по себе что-то делают, а чтобы на государственном уровне отфинансировалась, допустим, такая программа, такого я ни в одной стране не слышал. И вот сейчас в течение 8 лет мы стараемся сами своими силами что-то сделать, чего-то достичь, у нас что-то получается. Я сейчас вам продемонстрирую наше производство. Наше производство мы организовали в Непале. В России у нас не получилось это сделать. В Непале сейчас мы производим основные 3 вида чаш. Мы их называем терапевтические. И эти чаши основаны как раз на принципах научной медицины, медицинской и биологической физики. То есть чаши мы сделали акустического плана. Сейчас я вам их, можно мне сюда поставить? Да, пожалуйста. Я поподробнее расскажу. Что природа в нас заложила? При помощи своего голоса я могу говорить. Правильно? Все меня слышат. На какой частоте я говорю? Я говорю на 3 октавах. 1-я, 2-я, 3-я. Частота максимально, на которой я говорю, не больше обычно 500 Гц, что в музыкотерапии и учитывается. Поэтому, если мы с вами, допустим, проводим исследование электроэнцефалографию, да, мы можем увидеть различные ритмы колебаний нашего мозга. В зависимости от времени суток мы можем спать, это одни ритмы, мы можем быть в бодрствующем состоянии, это совсем другие ритмы. И вот если учитывать все эти моменты, да, на какой частоте мы говорим, какие вибрации мы направляем во внешнее пространство, вот я сейчас говорю это, и какие вибрации природа сразу же направляет в нашу клетку. Понимаете, я говорю своему сердцу, своей печени, каждому органу. То есть вибрация, она передается по тканям, естественно, это никто отрицать не может. Да? И вот иглотерапия, это Равзахан рассказывает из Австралии. Поэтому сейчас, если я беру инструмент, например, вот поющая чаша, да, и мы что достигли? Мы достигли длинную звуковую волну. Вот она звучит как колокол сейчас. Если я замерю этот звук, он будет звучать больше 2 минут. Если он больше 2 минут, значит акустическая программа будет иметь стойкий эффект. То есть клетка ее начнет запоминать. Вы за собой, возможно, замечали, когда вы слышите какую-то песенку и начинаете потом ее напевать. Это то же самое. То есть звук распространяется строго по определенному закону. Это голограмма. Поэтому чаша акустического формата. Вот эти чаши, они все нами блиндируются. Здесь сложная технология ковки, сплав 14 металлов. Берем мы универсальную чашу. Универсальная чаша обладает уже не только длиной звука, но и сильной вибрацией. Поэтому, когда я в такую стенку ставлю руку на большом расстоянии, я рецепторами воспринимаю вибрацию. Такую чашу, у которой вибрация, мы можем ставить на разные биологически активные точки, работать по линиям, по энергетическим каналам, как это в восточной медицине говорится, и получать очень хорошие результаты. Да, по меридианам, да, естественно. Поэтому, вот, пожалуйста, современная медицина что нам предлагает? Ударно-волновую терапию. Вот, пожалуйста, ударно-волновая терапия, только древняя. Теперь, если мы говорим о чашах, которые обладают очень сильные вибрации, вот тонкостенные, пожалуйста, мы их изготовили. У этих чаш частота в герцах ниже 100. Значит, колебания очень интенсивные. Вот сейчас я это демонстрирую, кто рядом со мной это прекрасно видит. Да, вот я ноготь ставлю. Вот вы слышите, какая сильная вибрация. Если я наливаю в чашу воду и начинаю вести вращение, вот кто рядом находится и посмотрит, посмотрите, вы видите не просто фонтан. В чаше сейчас, ко мне подойдете, я покажу, это всегда 4 фонтана, не 8, не 9, а 4 фонтана, потому что определенная частота, если бы частота у чаши была выше, было бы 8 фонтанов. А структура воды меняется? Меняется, и мы это исследовали. Поэтому вот эти моменты, они все очень интересны. И я беру обычные колокольчики вот эти, да. Если я эти колокольчики сейчас задеваю, например, вы сейчас услышите, вот этот звук звучит в 30 раз выше по частоте, чем я говорю.
То есть получается, высокочастотные звуки позволяют повысить колебания ритмов головного мозга. Это значит активность и бодрость. Сейчас я некоторые клиники, допустим, клиника Praxis в Германии, прошла у нас определенную подготовку, мы их обучили, они стали у себя это применять. Клиника Тибет в Санкт-Петербурге, восточная, стала это применять. Санаторий «Россия» в Алтайском крае. Специалисты также у нас прошли подготовку. И сейчас я вам зачитаю результаты. Как наши специалисты, я уже заканчиваю, да, если? Да, нормально. Да, нормально, все, не скучно. Нет. Ну и прекрасно. Так, итак, вот, пожалуйста, да, Игорь Анатольевич у нас где? Один из наших специалистов, это вице-президент Национальной федерации массажистов России, врач высшей категории Владимир Николаевич Гологуза, врач-невролог, мануальный терапевт. Ну, вот несколько слов о наших чашах. Он как раз... Сейчас я приведу пример применения наших методов в санатории «Россия». Это вот как раз отчет, который зачитывался на конференции «Здравница». Ученик нашей школы Пантин Александр Васильевич, врач-психотерапевт, высшая квалификационная категория, специальность психотерапии. По данным на 2014 год оказал психотерапевтическую помощь 365 человек в возрасте от 28 до 59 лет с невротическими расстройствами и психосоматическими заболеваниями, в развитии которых решающую роль сыграл психоэмоциональный фактор. Для сравнения результатов эффективности лечения исследовалась основная, первая группа 45 человек, получавшая психотерапию с использованием звуковых схем и поющих чаш по авторским методикам нашей школы. Вторая группа 40 человек принимала сеансы музыко-резонансной терапии без поющих чаш. После проведенного курса лечения были значительная положительная динамика отмечалась в основной первой группе, где были поющие чаши. Полноценная релаксация была достигнута у 96%. Повышение энергетического потенциала отметили 83%, улучшение настроения 75%, восстановление сна около 60%, уменьшение тревог, внутреннего напряжения 50%, более 32 пациентов отреагировало в трансовом состоянии сознания на незавершенные психотравмирующие переживания прошлого. Через освобождение телесных эмоциональных блоков отметили значительное улучшение психоэмоционального статуса. Проведенное исследование позволяет предполагать, что предложенные схемы и поющие чаши являются высокоэффективными и воздействуют на гипоталамо-гипофизарную систему. Биологически активные точки способствуют формированию выраженных ответных реакций по рефлекторному типу, которые развиваются в разных органах и системах, способствуя активизации саногенеза и механизмов самоисцеления. Изучив мировой опыт применения звука поющих чаш, мы пришли к выводу, что ни в одной стране на сегодняшний день не уделяется достаточного внимания для развития этого уникального, абсолютно безопасного, высокоэффективного направления реабилитационной медицины, направленного на улучшение здоровья человека. Республика Татарстан в России и в мире считается успешной и прогрессивной. Я обращаюсь к участникам конференции обратить свое внимание на наш опыт и дать импульс в развитии этого направления как в России, так и во всем мире. У нас есть опыт работы и в реанимации, улучшения сатурации, у нас есть опыт работы с детьми от полугодовалого возраста, опыт применения этих систем с беременными женщинами с 5-месячного возраста, с онкологическими пациентами. Есть по герпесу результаты, поэтому очень много таких положительных эффектов нашей звукотерапии. Вот, в общем-то, это я хотел вам сообщить. Да. Но мы пионеры, мы первопроходцы, мы не позиционируем наши системы как, допустим, какие-то принадлежащие какой-то отдельной стране, Непалу, а мы их позиционируем как системы для всего мира, для всех людей. Ну и вся моя вот сейчас деятельность посвящена именно этому, развивать этот метод. Не знаю, насколько у нас это все получится. Мы самостоятельно это делаем, помощи нигде у нас ни от кого не поступает. Поэтому это смысл, цель моей жизни, я буду это делать. Поэтому, в общем-то, добавить больше нечего. Если кто-то заинтересован, пожалуйста, можете присоединяться к нам.